Ambasciatore Vito Grittani presso il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Abkhazia. 9 февраля в конференц-зале парламента Италии состоялась пресс-конференция депутата Маттео Далиоса. Тема обсуждения – право народов на самоопределение Абхазия и Большая Европа. Столь важное для нашей страны событие состоялось в результате длительной работы дипломатического представительства Абхазии в Италии и странах Европейского Союза, которое официально было зарегистрировано в Италии в 2017 году. Основной посыл пресс-конференции заключается в том, что каждый народ имеет право на самоопределение, отметил по телефону посол по особым поручениям МИД Абхазии Кантания, который с рабочим визитом находится в Санкт-Петербурге. Депутат Далиосу говорил о том, что он выступает за справедливость в целом и в случае с Абхазией видит несправедливое отношение к гражданам, чьи базовые права нарушаются. То есть это право на свободное передвижение, право на получение образования и так далее. В пресс-конференции принимали участие журналисты, депутаты, дипломаты, общественные деятели. Первым выступил президент Республики Абхазия Аслан Георгиевич Бжания. В своем онлайн-приветствии президент Абхазии Аслан Бжани отметил, тема конференции и сам факт ее проведения в стенах итальянского парламента для нашей страны крайне важны. А конференция тема ялышхыз. Ера конференция хата Италия твя парламента чехиме пусва, апсны ахунткарразы дара акрацанакойт. Апсны хунткарра никалеште акр шукшва цвейт. Уяму по хунткаррат атрибутква зиги, хайфлар картулат шовинист политика аудайраква зигир яйра рылшейт. Август жипширза акартвоир республика яклует. Ягя одайра хтаглазарги айбешра хаяйт, атынч пстазаре хипшимрей рзихауит азин. Яхадах кулит апсна хунткарра конституция, имя пгана референдум, апснывлар рейхара юкрыбжиртиит, а суверен, а демократият, зинт хунткарра аша кургылраза. Президент подчеркнул, переломным моментом для нашей страны стало признание независимости и суверенитета Абхазии и Российской Федерации. Число стран, с которыми у нас выстроены дипломатические отношения, увеличивается. Мы понимаем, что широкое международное признание – это сложный и длительный процесс, отмечает президент. Апсны акрыстасква таурых пхтыс дуну халет, урыстыла твя федерация апсны ахунткарра ахазахнацаз. Убренахыс а дипломатият езыказашаква хабжахцит егерт ахунткарра кой харей. Урт рхабхадзара ехаяха яцлует. Хареях дырвует инарт баужлар бжарат ясхацара его дею аамтастаху процессу. Апсны арту аюзерат аусуйцурат езыказашаква ришакургылразы ахунткарраква зиги рчапха. Хархапсат гилсбарц уя культура илызка арцистаху Италия атулава архабхазара эхацло. Апсны Италии рыкалаква аймадараква ахрбжарцо. Ишдыруэйпш хайвларква жнатата ахыс эйдызкалоз рацан и угуан таурхла реймадараква. К спикерам обратился и председатель Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муса Экзеков. В своей речи он отметил, что народ Абаза перенес много тягот. За пределами исторической родины живет сегодня около 1 миллиона человек. ВАК призван объединить представителей диаспоры абхазского и абазинского народов. أبسوكوي أبزوكوي واقع أوات يعرض زواع قرال من جبارة يحاربنا إبزازيت دياسبرا ربخزارة مليون يحاب أدوني أبسو بازا كونغرس أدوني شبقوا أبنا حوا خيرو زمواد زقلوة أوات ريولا نور بساد جليتو رايشا يرابا درنس أرتسريبز في أرتساسكوي رخشارنس أقزلا Шара Анзершава организация. Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кантани отметил, что выступления абхазской стороны слышали депутаты парламента Италии, адвокаты, аналитики и общественные деятели. Адвокат Антонио Латансио, который дал международно-правовую оценку статуса Республики Абхазия. Далее выступила аналитик Суоми Монселато. Она рассказала о геополитической ситуации вокруг Абхазии.
Выступил также посол по особым поручениям МИД Абхазии Вито Гритани. Он поблагодарил присутствующих, поблагодарил всех за содействие в организации мероприятия. Выступал также общественный деятель, руководитель культурной ассоциации Кантьере Лабораторио Витторио Джильотти. Ну и в завершении выступил я тоже говорил о дипломатических отношениях Абхазии с другими государствами, о международном правовом статусе Абхазии на сегодняшний день и о перспективах развития абхазо-итальянского сотрудничества. Впервые в современной истории Абхазии стены итальянского парламента услышали абхазский и абазинский языки, точку зрения Республики Абхазия в целом. На наш взгляд, это знаковое событие, которое обязательно даст свои плоды в ближайшем будущем в виде соглашений с университетами Италии, установления торговых связей с итальянским бизнесом. Подобных мероприятий, посвященных исключительно Абхазии на государственном уровне, у нас в странах Европейского Союза еще не было. Депутат итальянского парламента Маттео Делиоса подробно рассказал коллегам об Абхазии. В своей речи он отметил, что наша страна – это Кавказская республика, которую Грузия считает своей территорией. Народ Абхазии с этим категорически не согласен, поэтому объявил о независимости, которую признали 9 стран, 7 из которых члены ООН. Очень важно, чтобы на таких высоких площадках был слышен голос Абхазии, наше мнение, отличающееся от грузинской пропаганды. И, безусловно, участие руководства Абхазии демонстрирует приверженность к расширению круга стран, признающих суверенитет Абхазии, и участие председателя Конгресса Мусыха Балича также подтверждает поддержку многочисленной абхазо-абазинской диаспоры данного внешнеполитического курса. Посол по особым поручениям МИД Абхазии Кантани отметил, в скором времени будет подготовлена полная версия пресс-конференции в парламенте Италии с субтитрами на русском языке. Анастасия Никонова, Саида Гухава, Абаза ТВ.